Мы продолжаем. В Рыбинске на днях закончился чемпионат России по парашютному спорту в классических дисциплинах. Команда Башкортостана там отметилась, причем отметилась очень хорошо, с чем мы наших ребят и поздравляем. Поздравляем наших ребят в лице гостя нашей студии, чемпион мира по парашютному спорту Алексей Буренин. Сегодня вместе с нами. Алексей, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Заслуженный мастер спорта, еще забыла сказать. Чемпион! Чемпион мира! Алексей Буренин. Спасибо. Мне по привычке, конечно, хочется сказать, Леш, ну как, ну, но мы же в эфире. Алексей, да. Какие места вы привезли в Республику Башкортостан из Рыбинска? Смотрю на медали и ничего не понимаю. Да, мы в этом году на чемпионате России по классическим парашютным дисциплинам заняли третье командное место. Среди всех команд было порядка 100 участников, да, были представители разных городов, от Магадана до Санкт-Петербурга. То есть был действительно хорошо представлен чемпионат России, очень так, ну, как бы много команд. Вот, и среди всех команд мы, в принципе, заняли, можно сказать, первое место, потому что перед нами только две команды, которые представляют именно профессиональный спорт. Да, команда ЦСКА Москва, где люди профессионально занимаются, получают за это зарплату и так далее. И команда Рязанской области, ну, в общем, ее тоже составляет большая часть, наверное, 100% людей, которые в ВДВ, в воздушно-десантных войсках, как бы тоже действительно этим занимаются профессионально. И мы следующая, да, команда, то есть мы именно представители региона. Все люди гражданские, все люди как бы занимаются, значит, парашютным спортом, по сути, для себя, да, то есть это любители, можно так сказать. Вот, поэтому я считаю, что это наше третье место, оно с оттенком золота. Я считаю, что мы выступили выше хорошо. вас вот прям профессионалы, которые зарабатывают на этом в том числе, а вы любители. А мы любители, да. Просто браво. Я аплодирую, я вас люблю, я многих из вас знаю лично, поэтому я вами горжусь. А знаешь, почему сказала? Я что-то ничего не понимаю. Потому что бронза и серебро. Ну, как бы я планировала, что золото будет лежать. Ну, ты Теперь мы понимаем, что золото, оно подразумевается. Мы будем стараться, и это не повод расслабляться, несмотря на то, что мы этим занимаемся, можно сказать, любительски, да, но у нас есть амбиции, у нас есть желание, у нас есть хорошие башкирские традиции парашютного спорта, и хочется их как бы укреплять и наращивать. То есть мы, в принципе, в истории побеждали на таком чемпионате России, да, и входили в состав сборной команды, поэтому нужно не расслабляться, нужно двигаться дальше. Все правильно. Хорошо. Алексей, да? Вот вы сказали, что в чемпионате участвовало 100 городов. Это говорит о том, что парашютный спорт у нас в России развит и очень хорошо его любят. Культивируется. Как в Башкирии обстоят дела поэтому? В Башкирии у нас на данный момент осталось место, где парашютным спортом занимается. Это город Октябрьский, государственный аэроклуб под эгидой ДСАФ я работает. думала в Кумертау. И в Кумертау, к сожалению, закончилось. То есть вот уже там был один из сильнейших аэроклубов не то что в республике, в стране. То есть действительно мощная школа была. И, к сожалению, ну, немножко не хватает, чтобы дать старт заново, да, скажем, второму витку. И мы очень хотим, чтобы все получилось. Там вопрос там в нужном месте. Там 7-8 там, миллионов рублей, чтобы сделать капремонт для самолета, но мне кажется, через который будет до 1000 ребятишек в год проходить, да, через аэроклуб быть, ну, скажем, втянутыми в процесс, чтобы они, люди прыгали, занимались, как бы были оторванными от улицы и так далее. Поэтому... То есть для того, чтобы аэроклуб в Кумертау снова зажил, он, ну, все, понимаете, вот на данный момент он закрыт, я правильно понимаю, нужно примерно 7-8 миллионов рублей. Но для наших добрых людей, которые нас смотрят, мне кажется, сумма так себе. Мы же знаем точно, есть люди, которые могут стать меценатами, инвесторами, как вот правильно, просто добрыми хорошими людьми, да, внести такой вклад в развитие аэродвижения, аэроклуба в Республике Башкортостан, потому что Кумертау действительно сердце. И это действительно поможет, потому что там большое количество людей, которые действительно профессионалы, они всю жизнь этому прожили, да, еще с советских времен. То есть там прям такой целый кластер. И пока они все, скажем, есть эти люди, вот хочется, чтобы, ну, аэроклуб получил второе дыхание. Не только в Кумертау, но и в Уфе, центральный аэроклуб, да, в котором все мы начинали с моими друзьями, тоже вот и кто из Уфы, тоже хочет, чтобы он получил второе дыхание и заново... Центральный аэроклуб у нас где? Аэродром Забельский, поселок 8 марта, где уже давненько не совершались парашютные прыжки. Вот хочет, чтобы возобновилось все это. И в том числе новые площадки, на которых можно проводить вот такие
глобальные мировые форумы. То есть вот чем прелесть, да, вот таких событий, как сегодняшняя фольклориада, да, которая на территории республики, то, что она оставляет за собой инфраструктурные какие-то вещи, она оставляет такой исторический, духовный след, да. Так вот, если мы, значит, поставим все цели, все дружно, всей республикой, значит, вложимся в инфраструктуру, в определенные там шаги, то у нас может пройти крупнейший авиационный форум, например, то есть чемпионат мира по парашютному спорту, Мундиаль может пройти. И в том числе всемирные авиационные игры, которые объединяют все, что связано с небом, и воздушные шары, и самолеты, и вертолеты, и так далее. И как раз-таки наша республика теоретически через там 5-7 лет может это сделать, потому что у нас большое количество авиаторов, парашютистов, воздухоплавателей и так далее. Так вот, мне кажется, это будет такая глобальная цель, глобальная миссия, которая оставит за собой действительно классные вещи. И опять же, это туристически привлекательная штука, такая маленькая Каппадокия внутри Башкортостана. Это инвестиционная привлекательность, то есть о республике узнают в большом количестве значит, городов и стран. Это имиджевая составляющая, это спортивная составляющая, это морально этическое и духовное. У нас есть люди, у нас есть площадки, на которых все это можно организовать, правда, да? Просто у нас... Какие-то есть уже, скажем, просто нужно их реанимировать, там, возобновить работу, какие-то что-то сделать. Но я, путешествуя по всему миру, да, по спортивной части, я вижу, скажем, экономический потенциал там разных регионов мира, и вот мне кажется, да, что вот в сравнении, то есть я говорю, много где был, мы это сделать можем. Хочется взяться, хочется сделать что-то дома. А чемпионат мира по парашютному спорту где проходил в последний раз? Крайний чемпионат мира проходил... Кстати, крайний, да? Это ваше слово, да. В нашем деле лучше говорить крайний, так принято. Я могу сказать, где сейчас вот будет проходить. В 2021 году будет проходить Мундиаль 2020, который в том году по понятной причине не состоялся. Это Кемеровская область, Танай и город Кемерово, где будет чемпионат мира по всем парашютным дисциплинам. Мы очень надеемся, что там все пройдет замечательно. Так, ты едешь в Кемерово на чемпионат мира? Мы только что вернулись с чемпионата России. Я думаю, в ближайшее время станет известно, мы едем туда или не едем. Так, что надо сделать? Вот кого так. просить? Если я вот так вот буду стоять, это поможет? Нет, это не поможет. Ты чемпионом мира сколько раз становился? 2 раза в личном зачете и 6 раз в составе команды. Я думала 1 раз. Вот мне стыдно. 2 раза в личном зачете, 6 раз в составе команды. Я уверена, что это лето, вот буквально скоро, да, все выяснится, это лето станет тоже результативным для тебя, для участников команды. Парашютный спорт в Республике Башкортостан есть. И вот такие вот классные люди, показатели. Мне просто интересно, а что должен уметь парашютист? Вернее, что он должен показать, чтобы стать чемпионом мира? То есть это же просто прыгнуть, там как бы летишь. выдернул кольцо и пари себе. Так может большое количество людей на нашей планете, а наша дисциплина, например, классический парашютный спорт. Сейчас лето, да, на дворе июль, мы говорим про точность и про индивидуальную акробатику. Так вот, задача спортсмена, прыгнув с высоты 1200 метров, значит, приземлиться в точку диаметром 2 сантиметра на электронную мишень. И сделать это 8-10 раз подряд и желательно без отклонений. И вот тогда наверняка ты будешь чемпионом мира в дисциплине точности. 2 сантиметра? Да, это электронная мишень, то есть так же, как в дартс. Вот играете, да, значит, мишень. Центр мишени, нужно попадать туда. Она электронная, если ты ошибся на 1 сантиметр, загорается 1. И с 10 туров суммируется отставание твое, да, скажем, отклонение от центра, и вот получается твой результат. В идеале это должно быть 10 нулевых попаданий. Ничего себе. А я думаю, сейчас будет говорить, надо вот такую позу показать, пока летишь, вот такую и какую-нибудь такую, а там оказывается на точность. Да, это одна часть нашего упражнения, нашего вида спорта, а вторая — это индивидуальная акробатика. То есть классический парашютный спорт — это мастерство владения собой как в воздухе под парашютом, да, то есть в управлении парашютом, так и в свободном падении. И вот вторая дисциплина — это индивидуальная акробатика. Вот медаль конкретно вот серебряная у меня с этого упражнения. Попробуй. Это высота прыжка 2200 метров, ты выпрыгиваешь, мужчины, как правило, выпрыгивают и переходят в падение вниз головой, разгоняются до скорости 270-300 км в час, то есть вот так вот набирают скорость, как Супермена там в фильме, да, это вот так вот выглядит, вот летишь вот так вниз головой. И, значит, нагоняешь скорость и выходишь в плотную группировку, вот так вот ручки подставляешь и за счет набегающего потока воздуха делаешь 6 акробатических фигур. 2 спирали сальто, 2 спирали сальто. И надо сделать быстро это, четко, и все это фиксируется снизу, как бы
с помощью аппаратуры. Я тут со второго этажа иногда смотрю, и мне страшно становится. Тут Чемпион 2200. мира по парашютному спорту Алексей Буренин был сегодня вместе с нами. Еще больше побед, еще больше медалей. И все, что мы задумали, загадали сегодня в эфире, мы надеемся. Реализовать. А кто нужно, нас услышал. Сбудется. Встречаемся сегодня на Фольклориаде. Желаем вам хорошего продолжения этого классного дня.